Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня 29 февраля 2022 года, 22 часа 12 минут по Берлину и 23 часа 12 минут по Джохару. Друзья, приветствую вас. Так, давно я не выходил в эфир в ТикТоке. Решил сейчас выйти немножечко пообщаться со своими друзьями и подписчиками. Так, друзья, пишите ваши комментарии, а я вам расскажу, постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу, как я вижу ситуацию, которая сейчас разворачивается в Украине. Давайте, собирайтесь. Так, особенно Машуэль. Итак, как меня видно, как меня слышно? Так, друзья. Смотрел, давайте, пока мы собираемся. Потом этот стрим я сохраню, перенесу его себе на канал YouTube. YouTube канал мой называется Reality, HRCI, Human Rights Center Ичкерия, так называется наша правозащитная организация. Наш канал на YouTube запрещен на территории фашистской России. Также и мой другой канал Аслан Арцуев запрещен на территории фашистской России. И всячески нам мешают заниматься нашей общественной информационной деятельностью. Этот канал мой тут в ТикТоке также подвергается постоянным нападкам, жалобам. Нужно признаться, по моей вине были некоторые жалобы. Я допустил некоторые ошибки, и поэтому этот канал может быть в любой момент забанен. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал Reality HRCI, Reality Аслан Арцуев. И все, и найдете. И на запасной канал мой здесь в ТикТоке тоже называется Аслан Арцуев. Так меня зовут. Так, Машал Хейл Асан. Все будет Ичкерия. Далмула. Так, ставьте лайки, распространяйте наш эфир среди знакомых и друзей. А я вам расскажу, как я вижу развитие событий в Украине. Итак, для меня большая проблема была в том, что у фашистской России есть ядерное атомное оружие, а у Украины его, к сожалению, добровольно отказавшись от него, его нет. И я не хотел нагнетать, и русская пропаганда из этого делала козырь, что вот Путин нанесет ядерный удар, Путин такой, Путин сякой, и там он сделает и так далее. Конечно же, я постоянно разоблачаю так называемых либералов российских, потому что изнутри эту кухню я знаю очень хорошо, что они из себя представляют, я тоже очень хорошо знаю. Они создают искусственные симулякры, и тем самым они пытаются сбить с толку настоящую оппозицию вот этому кровавому КГБшному режиму и так далее. И их основной козырь был в том, что Путин нанесет ядерный удар. И к большому сожалению, я должен был признать этот факт, и я не мог их за это критиковать. Хотя я знал, что они специально нагнетают эту истерию, запугивают тем самых украинцев. И это была проблема, большая проблема, так как только ядерным оружием можно было переломить ход ситуации, событий, которые сейчас развиваются в пользу нас, в пользу Украины и всех свободных людей, которые стоят на страже защиты Украины.
И поэтому было очень сложно. Вот в этом моменте было очень сложно. И признавая, что они нанесут этот ядерный удар, то, что Путин может нанести, в этом я не сомневался. При всем при этом я не хотел об этом много говорить. Хотя иногда, конечно же, я об этом тоже говорил, и в этом я был согласен, получается, да, или у нас была одинаковая точка зрения по сравнению с симулякрами так называемой искусственной оппозиции в России. И вот случилось чудо. Это чудо случилось, когда великолепный Борис Джонсон сказал, что как только Россия нанесет по Украине ядерный удар, Великобритания, не согласовывая с другими членами НАТО, сразу же ответит России. Заметьте, если по Украине будет нанесен удар, то Великобритания нанесет удар по фашистской России. Американцы сказали, передали, что доведите до Путина, что если военные американские, что если вы будете наносить удар по Украине, то по бункер, мы знаем, где находится бункер крысы, и тоже будет нанесен удар. Все, после этого я, в принципе, на 99% уверен, что Россия уже не нанесет ядерный удар. Потому что России нет. Есть Путин. Путин и банда ФСБ, которые возомнили себя дворянами. Новым дворянами в России. И так оно и есть на самом деле. Для русских внутри России они дворяне. Проблема в том, что в мире их таковыми не считают и считать не собираются. И тем более не считаем мы, чеченцы и украинцы, которые знаем цену этим дворянам. Этим дворовым дворянам. И сейчас ситуация развивается вот 100% бесповоротно в пользу Украины. 100%. Даже если бы они нанесли бы ядерный удар по Украине, это не значило, что это была бы победа. Это значит, что это был бы колоссальный удар по Украине, что можно потом следующую ядерную боеголовку приготовить и сказать, мы сейчас долбанем еще что-нибудь и так далее, и так далее. Поэтому англосаксы, американцы и англичане, которые вместе с русскими братьями подписали Будапештский меморандум о том, что если Украина передает ядерное оружие, свой арсенал, второй в Советском Союзе арсенал, который легко мог уничтожить весь мир, что они будут ее защищать. Так вот, русские братья напали на украинцев, а англосаксы, которые вообще не братья и никогда этим не кичились и никогда об этом не говорили, они просто делают свое дело. И готовы нанести ядерный удар по России в случае, если будет нанесен ядерный удар по Украине. Более того, очень много англичан присутствуют на территории Украины, как инструктора присутствуют, как гуманитарные представители, журналисты, что очень в нашем деле важно. И также и американские, и английские. И поставляется, как мы знаем, вчера было принято решение, вчера ночью, сегодня под утро было принято решение Сенатом США, что будет ленд-лиз, тоже будет без остановки поставляться взаймы, ленд-лиз, дать взаймы, дать аренду, попользоваться оружие, танки, гаубицы, пушки. Сейчас украинцам предоставляются такие артиллерийские системы, которые за 270 километров уничтожают врага. Вы можете себе представить? Чеченская республика в длину 150, 160, 170 километров в длину. Вот эти установки могут всю Чечню перелетать, всю Чечению перелетать и уничтожать. Также они могут видеть в радиусе, вот к этим артиллерийским установкам предоставляется, вместе с ними должна быть разведка, которая на расстоянии вот этого разведки, вот этого расстояния, сколько у них может дрон пролететь или сколько им нужно, выдвигается разведка, исследует место
И как только разведка передает координаты, ну, не так же, как мы получаем там, например, по Google Maps мы получаем адрес, набиваем в машине и можем уехать, да, без пробок в это место. Приблизительно в таком же режиме украинские военные армии могут уничтожать русскую технику, живую силу и технику. Короче говоря, вот такая вот ситуация, и дело сейчас за тем, насколько хватит политической воли у украинского политического руководства. Военные справляются со своей задачей на отлично. Опять же, благодаря Западу, это нужно не забывать. Пожалуйста, украинцы, если вы об этом забудете, то поверьте, и Бог вас накажет за это, за то, что не поддержали. Но и сам Запад накажет, если он почувствует, что к нему относятся пренебрежительно или высокомерно, или потребительски. И это будет, ну, как бы объяснимо, почему так будет. Мы должны благодарить все. При всем, что я чеченец, которому Запад не помог так, как помог вам. Я понимаю, что тогда это было не так необходимо Западу, как сейчас. Стал вот так острый вопрос, что если будет Украина оккупирована, то Европа фактически падет в руки или в ноги к ногам Путина и фашистской России. И был такой сценарий после захвата Украины. Беларусь, Украина и, вероятно, часть Казахстана объединяются и создают русскую империю. Новую русскую империю, где императором объявляется, пожизненным правителем объявляется Владимир Путин. Его дети становятся наследниками его всех богатств и власти. Точно так же и Патрушев, и другие мерзавцы и ублюдки. Они становятся дворянами, и бедные русские оказываются в колониальном зависимости. Не только они сейчас, но и их дети и внуки оказываются в колониальной монархической зависимости, феодальной зависимости к вот этому новому дворянству, которое далеко уже и не новое, и далеко не дворянство. Далеко. КГБшники – это самая низшая часть человеческого, вообще не русского общества, не советского, человеческого вообще, человеческого сущности. Самые гнилые, подлые, там лжецы, убийцы, предатели. Вот это все есть КГБ, ФСБ, ФСК, ФСБ. И вот могу вас поздравить, и я рад этому. Я, в принципе, и не сомневался, что будет победа Украины. Конечно же, я допускаю, и сейчас я допускаю, что все, что угодно может произойти. Война есть война. Проиграть можно даже на 99%, побеждая, да, там все, что угодно может произойти. Но вот и теперь я вижу, ну, как бы я верил, конечно, что победит. Я теперь вижу, как это будет происходить. Конечно же, будет освобожден Донбасс, вся территория Украины будет. Крым обязательно должен быть освобожден. Ни в коем случае. Даже нельзя заикаться, что мы Крым не будем освобождать. Чтобы, знаете, только силой духа можно победить. И при всем при этом русские до сих пор сильнее украинской армии. Не морально, не физически, а вот оружием и способностью мобилизовать вот этих своих верноподданческих своих таких, ну, гражданами их не назовешь, вот, населяющими население вот это свое, мобилизовать они могут. И очень, очень все хорошо развивается. Информационно мы бьем по всем фронтам. Политически Россия везде терпит поражение. Финансово, экономически она терпит полное поражение, полный крах.
еще пару месяцев, несколько месяцев, и все россияне, они уже все и так на себе это ощущать будут, еще больше ощущать это на себе лично, что не может нас не радовать. Потому что это очень круто. Поздравляю вас всех. Ну и, конечно же, самое главное, о чем мы не должны забывать, так же, как что нам помогает Запад, Америка и Англия, и весь остальной мир, в том числе и Германия, сейчас отправила тоже танки Украине, чем я отдельно горд за то, что Германия так сейчас, хотя были у нас тут небольшие проблемы, но все должно пониматься, все должно приниматься и так далее. Но как мы не забываем и англосаксов, и остальной мир, и еще больше мы не должны забывать тех, кто погибает сегодня, сражаясь с оружием в руках в Мариуполе, в других частях Украины. На этих людях держится вот вся вот эта система мировая, которая сейчас завертелась вокруг Украины. Те украинцы, которые сюда приезжают беженцами, сюда в Украину, да, они патриоты, они там любят свою страну и так далее, и так далее. И сейчас, кстати говоря, это выгодно стало любить Украину, потому что, будем честными, да, немного я видел патриотов, хотя я с первых дней войны наблюдаю за этой ситуацией, с многими украинцами общался, ездил в Украину и здесь в Европе и так далее. Многим это как бы не так было важно, но мы должны понимать, что самые главные действующие лица и герои победы украинского народа над фашистами, и благодарны им должны быть и русские тоже, потому что они бы, их дети, внуки стали бы холопами вот этих КГБшников, которыми они сами, в принципе, и являлись, но уже на законных основаниях они стали бы холопами, у них грамоты были бы, у этих были грамоты, что они дворяне, у этих грамоты, что они холопы, может, паспорта отдельные выдавали бы для дворян. Поэтому мы должны не забывать о защитниках Украины. Это главные люди. И Дудаев, знаете, что говорил? Во время окружения, когда бойцы были окружены, вот, например, как ваши бойцы в Азовстале, которые находятся сейчас там в окружении. Вот в это окружение Джохар Дудаев, наш президент, со своей охраной пробивался, с боем иногда, заходил к ним туда, к бойцам, они где-то у себя в блиндажах, в окопах где-то сидят, и в этот момент, или в подвалах, если это в Грозном, заходил туда и говорил: «Ассалам алейкум, кенти, я умивайга». Заходил и говорил: «Ассалам алейкум, парни, есть покушать». И таким образом Джохар Дудаев проверял, есть ли у них мясо. И не дай бог, если у них, даже в каком бы окружении они находились, у них нет мяса. Командиру было не сдобровать. И он смотрел на обувь. Первое, на что смотрел, это на стол. Он говорил: давайте все, что есть, я очень голодный, давайте несите еду. И если на столе не появлялось, ну как президенту и старшему по возрасту, как у нас это принято, конечно, лучше положить, да, на стол. Особенно если вы находитесь в окружении, вам очень тяжело, и в этот момент к вам прорывается ваш президент. И мне очень иногда бывает так смотреть, как Владимир Зеленского хвалит за то, что он не уехал просто из Украины, когда началась война. Конечно, это хорошо, что он не уехал, но даже если бы он уехал, я думаю, ничего бы не изменилось бы. Ничего бы не изменилось. Поэтому ну вот как нужно относиться. И я к чему это все говорю. И Джохар говорил, парни говорил, молодым пацанам, которые грязные, измотанные, уставшие, раненые, он им говорил: ребят, парни, если нет вас, нет нас и нашей страны. На вас держится вся страна. Так вот, все большие 40 министров обороны 40 стран, министр обороны Украины, президент Украины и все остальные держатся на Азовстале, на других военнослужащих и защитниках Украины. Не забывайте об этом. Это не значит, что они должны потом возгордиться и считать, что они там
пупы земли. Такое у нас тоже происходило. И это не значит, что вы должны там, слишком там кланяться и так далее. Нет. Равные среди равных. Но они первые среди равных. Вот как должно быть построено, мне кажется, отношение, уважение к этим людям. Ну, не мне вас учить, украинцы, вы тоже, наверное, знаете, как обращаться с своими героями. Ну и возносить их тоже не надо. Ну и, конечно же, нужно всем четко понимать, что на них держится вот эти 40 министров обороны, которые собираются и так далее. Конечно же, без поддержки украинского народа, без западной поддержки. Вот эти люди, которые находятся, защитники Украины, в Мариуполе, еще где-то, они бы не продержались бы так долго, еще, они бы остались бы героями. Но перелом победы было бы не так много и не так сильно, если бы не было поддержки всего украинского общества, украинского народа, всего мира и так далее, и так далее. Слава Украине, слава защитникам Украины, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Я смотрю, там русские фашисты забежали. Посмотрим, что тут фашисты говорят. Так, Ипатий, Аслан, ты прав. Привет, Алексей. Дуже дякую. Это точно. Спасибо за видео с твоего канала на ютубе. Ты о каком видео, Ипатий? Никто не забывает. Правильно, инкогнито, не забывайте. А что будет... А кто будет освобождать-то? В смысле, кто будет освобождать? Ты о чем? О чем ты говоришь? Кого освобождать? Украинские войска прячутся за мирными жителями. И говорит мне человек с русским флажком на аватарке. Макс его, да, зовут? Максим, ну ты наглый лжец. Украинцы защищают свою страну. А вы, пришедшие туда, прячетесь, как и прятались в Чечне, прячетесь за мирными гражданами. Есть масса свидетельств, как вы прятались в Чеченской республике, как вы заходили в наши деревни, аулы маленькие, впереди гоня даже грудных детей с матерями гнали вот вперед, чтобы по вам не стреляли наши бойцы. И по вам не стреляли, потому что наши бойцы как бы воюют за свой народ. Но даже если бы не было бы меня, свидетеля всего этого, и всего чеченского народа, который молчит, но это не значит, что мы чего-то там забыли или не помним. Нет, это не так. Но лично ваш недоцарек, ублюдочный Путин, еще в 2014-2015 году в самом начале сказал: мы будем стоять за женщинами и детьми, наши солдаты, а они будут идти вперед. Поэтому ты не можешь, как холоп, противоречить своему царьку. Поэтому исчезни отсюда, холопчик. Так, Алекс 95. Сейчас дундук кюбо, Алекс. Алекс, малый дундук, ну что? Ночи, что за флаг за спиной, весь в звездах? Это прекрасный американский флаг, рядом висит флаг НАТО. Рядом висит флаг Ичкерии, рядом висит флаг Украины и рядом висит флаг Германии. Так, Запад вам не поможет. Запад уже помогает. Уже помогает Запад. Аслан, выбери модератора. И пока не нужно, пускай пишет. В окружении мяса ели то. Еле-еле Франкфурт. Самогат диа. Оғашқшын оқ қолы уайым қампа чақылш, но президент олш. Еще один крутой парень говорит: спасибо, спасибо, да, я такой. Кабанакис. Кабанакис, ты тот, кем ты считаешь других. Видео про Мариуполь. Видео про Мариуполь. Так. Привет, беглый патриот. Привет, подхолопник. За весь народ тебя никто права не давал говорить. В смысле за весь народ? Я за весь не говорю. Я говорю за себя и за тех, кто видел ваши преступности. Так, обиделись они на то, что я сказал, что они прячутся сами за русскими женщинами и детьми. Смотри, подхолопчик. Ваш президент Путин
ну или царь он у вас там, я не знаю, президентом он должен в соответствии с законом быть. Это не президент, это ваш царек. Царь Шариков я его еще называю, полиграф Полиграфыч. А, Ваш сам полиграф Полиграфыч говорил, что ваши солдаты будут прятаться, стоять за женщинами. Ну, это есть открыто, но ты же не можешь ему противоречить. Подхолопные. Исчезни отсюда. Посмотрим, что ты скажешь, когда за тобой придут, говорит подхолопный Максим. Слушай, Максим, я жду вас. Я не скрываюсь ни от кого. Ваши ублюдки знают, где я живу. Они мне и угрожали, и мне писали, и мой адрес мне присылали. Я сам вашему, по своему недоразумению, я работал адвокатом и попробовал помочь одному вашему подхолопчику и написал ему когда-то свой адрес. Ну, видишь, я сам даже вам отдавал когда-то свой адрес. Ну, чего меня пугать-то? Приходите, увидимся. Хазю Акеп Ксаваш, Шамиль. Дерез хуй Шамиль, цаум дуса, мастерга олша духом, халмахиетла Шамиль. Дерез хуй кеп, я сунели вар. Сухику алгет, 95 тадахка Шамиль, асхайтия. Асхайт Шамиль 95 долча. 95 это регион, режим, который нам дали русские. И 20 и 95 это русские, это обозначение нас номером. Мы независимая, временно оккупированная Чеченская республика Ичкерия. Ни к какой Чечне мы отношения не имеем. Когда мы говорим 95, Саваш, мы тем самым подчеркиваем, что мы признаем эту Россию. Или когда мы, например, называем этих ублюдков федералами. То есть это главные федеральцы. Это их пропаганда. Пожалуйста, не поддавайтесь, Шамиль. Аджимау хахитаря. Азбочна, халацахич, китла. И что важно, донор, пропагандец, бороться дешь, аж он социальный чукищу. Нахлебников не надоело жить в Германии? Нахлебников. Роблокс. Ну почему нахлебников? Нет, я не нахлебник. Я плачу налоги, очень хорошо себя чувствую. Спасибо, что побеспокоились. Ну вот от тебя, я думаю, нам бы надоело бы здесь. Путин сказал так: мы будем прятаться за спинами гражданских, не спереди, а сзади. Да, Ипатия, дуже дякую. Так, Шамиль, дикду, дерез ходите, Шамиль. Соборгинц, так. Ну, вот такие вот дела, друзья. Ну, давайте, задавайте ваши вопросы. Ну, что вы, подхолопники, заходите, где вы там? Давайте, кто хочет со мной баттл устроить. Без мата, без оскорбления, заходите, я готов с вами поговорить. Но только баттл, если это будет, а не так, что вы. Скажи, что Ахмад не сила. Что за бред ты говоришь? Ты вообще, ты в каком классе, дружище? Ахмад, смотри, Ахмад Кадыров, наверное, ты его имеешь в виду, это предатель чеченского народа. Человек, которому доверял президент Аслан Масхадов, который его предал, перешел на сторону русских. Как может быть предательство силой? Предательство это низость, это слабость. Вот если бы ты написал бы Ахмад псина или Ахмад низость, вот я бы согласился. Ахмад сила это ваш КГБшный фейк. Как и весь Кадыров фейк КГБшный. Раздутый пиар-компания. ФСБшная пиар-компания. Как и Навальный ваш этот, и Яшин ваш этот. Поэтому это все это ваша фигня, понимаешь? Комментарий читаешь четко в одну сторону под Паулос. Так, Ахмад Чай, так. А не в Немеччине хочу потиснуть вам руку. Я с Лагенфельда. А где в Немеччине? Я в городе Гамбурге. Вы уже потиснули мне руку. Я живу в городе Гамбурге. Ассаламу алейкум, ваш ассалам. Аллах рейс хулину, Аллах ларуэлу масу джвушунна. Ва алейкум ассалам, дерез масарна хулюэн. Аллах рейс хуна хуль. Магнаш обалдой масеря. Да, не нервничайте так. Это Паулюса. Так, Ньютон сила. Вот, Ньютон это другой разговор. Реально сила, Ньютон сила. Саиди Матаев. Аллах сила.
Аллах сила, базару нет. Аллах, Господь наш, это сила, конечно же. Так, тебя все знают как гамбургский. Да, я живу в городе Гамбурге, и разные ублюдки под кадыровские, под холопские, под русские всячески пытаются на меня разные вещи говорить. А ты с Франкфурта, ты мужчина, если ты придешь ко мне и скажешь это в лицо. А вот так писать анонимно, знаешь, сколько я вас таких тут видел. Ты даже не представляешь, сколько я вас здесь вижу. Мужчина своего народа, Андріас Космідіс. Дуже дякую, Андріас, спасибо. Якщо треба помочь, звонить. Нет, ничего не надо, спасибо. Кстати говоря, мы вот собрали сейчас третью уже гуманитарную миссию мы отправляем. Если есть желание, я выложу реквизиты у себя на канале Reality, в YouTube канале. Наш человек, это Хусейн Исханов, у него есть культурная организация, культурный центр Ичкерия. И наш культурный центр сейчас в месяц Рамадан мы собираем для крымских татар. И мы не для крымских татар уже 2 раза отправили, а вот сейчас в месяц Рамазан мы решили, когда наши люди туда ездили, сейчас возили гуманитарку, решили крымским татарам тоже помочь, потому что они уже 2-й раз беженцы, то они с Крыма выехали в Украину, ну, материковую, как говорится, Украину, а теперь они и там очень тяжелое у некоторых положение. Поэтому, если у кого-то будет желание помочь, с удовольствием мы будем рады принять эту помощь. Реквизиты там будут. Это Хусейн Исханов. За человека я это ручаюсь. За меня, кто меня знает, тоже могут поручиться. Мы здесь люди дела и слова. Также мы помогаем вооруженным силам Украины. Например, сегодня мы закрыли один вопрос по дрону, который тоже уйдет. Немного, конечно, что мы можем, но мы потихонечку делаем все, что в наших силах. Так, Асан, кто там хрюкает насчет угроз? Юзер, это свинья хрюкает. Не переживай, здесь они близко не подходят. Они даже боятся вот в этот квартал мой подойти и оттуда крикнуть мне. Максимум, что они могут, где-то там из-под тишка, где-то что-то меня подкараулить. Ну и то пока у них не хватает, видимо, и сил, и денег, и людей готовых на это. Потому что живым, вернее, не свободным, точнее, не пойманным отсюда никто не уйдет, совершивший преступление. Этому свидетель, если кто-то мне не верит, Вадим Красиков, который получил пожизненное лишение свободы за убийство чеченца Зелимхана Хангашвили в позапрошлом году в городе Берлине. Пожизненное заключение, это полковник ФСБ, по другим данным ГРУ, личный знакомый Путина, матерый убийца-киллер, которого закрыли, несмотря на то, что у Путина здесь все куплено, у него здесь все там на мази, он тут любую дверь ногами открывает. Его непосредственный киллер получил пожизненное заключение, Вадим Красиков и заказчиком вот этого убийства было признано немецким земельным берлинским судом, было признано правительство Российской Федерации, то есть фашистская Россия, то есть на законодательном, на судебном порядке Россия признана страной-террористом, которая совершает убийство по политически мотивированным мотивам в чужой стране. Поэтому welcome! Мы все умрем. Другой вопрос, как мы проживем эту жизнь? Приезжайте, ублюдки. Так, Асан, кто там? Так, это... А что неправда, что ты... Слышь ты, ублюдина, Франкфурт, я тебя отправляю ублюдистан твой. Потому что ты ублюдина. Так, ушла ублюдина. Так, извиняюсь, конечно, за то, что... ФСБ белло умабах, босвик тому. Хомилут ах, гушвочо, ФСБ белло, барам духом шабох.
Бэлам дукум ша дудавин бейгар я горд о шамил. Сакан туқва алла рейс хуйлон. Айна элдол ишта қита ме адалатсан. Хоч энхилер бирглуй. Ию мавайтлақ уза йоқ пропаганды он юичек. Эш бох эш бушун қуюқ ибаллак. Чош эш ию мавайтлаш. Так, со убогчинга факт чаяли она. Так, еще одна ублюдина пришла. О, они с немецкими никами. Ублюдины, вы что в Германии сидите? Я вашего Кадырова, вашего Путина посылаю давным-давно и разоблачаю их, преступления их называю. Возбуждаются уголовные дела. Тот же Вадим Красиков, например, которого осудили. Лично мы этим занимались. Лично бегали, митинги проводили, потому что не хотели признавать это преступление политически мотивированным, то есть террористическим актом. Почему вы здесь, в Германии, живете и ко мне не подходите, раз вы такие заступники за это? Ну давайте, будьте мужчинами, кто-нибудь. Придите, скажите, я за Путина, я за Кадырова, я хочу вот умереть за Путина, или убить за Путина, или там за Кадырова, что одно и то же, да? Приезжайте, подавайте, ну что же вы так? Я даже много раз говорил, я вам одну сторону билет оплачу. Обратно сами как-нибудь, если получится. А сюда я готов вам оплатить. Ну что же вы такие черти, да? А сам можешь сделать видео на канале про правила эвакуации. Могу, Ипатий, могу, надо будет сделать, но это большая тема, которую нужно очень хорошенько развернуть и подготовиться. Валлай, биллай, мы чеченцы обещаем, если перейдут дорогу, что мы не оставим, так до суда не дойдет. Дересхур узер, не волнуйтесь, все нормально, не надо, в рамках закона. В Германии, даже если они мой труп съедят, только в рамках закона. Так, спасибо за подарки, друзья. Ассаламу алейкум. А что скажешь про Палестину? Ва алейкум ассалам, Терек. А что тебе сказать? Что тебе сказать? Ты задай конкретный вопрос. Что ты имеешь в виду про Палестину? Так долго Дон будет позорить Кавказ. Как долго? Ну, смотрите, таких Донов в каждом народе есть, друзья. Если нам пропаганда навязывает Кадырова, о которой специально выкладываются видео, специально их показывают для того, чтобы представить русско-украинскую войну, украинское национально-освободительное движение, которое уже несколько веков продолжается, перманентно затухая, проигрывая, выигрывая, там по-разному было, сейчас пытаются свести все дело к какому-то ублюдку Кадырову. Ублюдок Кадыров, который не является этнически даже чеченцем, да, это пришлый к нам кем-то когда-то принятый, он сам, его отец говорил, что они из казаков. Ну, это казаками себя называли кто угодно. Беглый холоп тоже мог назвать себя казаком. И чеченцы, как бы думая, что казак, ну, нам близкий по духу человек, и принимали так. Наверное, для этого это тоже делалось. Поэтому Кадыров вас пытаются опустить на уровень Кадырова. У нас мы проходим ту же стадию, друзья. Нам пытаются представить, что мы воюем не с Россией, и что у нас не тоже национально-освободительное движение, которое тоже несколько веков уже длится. А что мы воюем, у нас гражданский конфликт какой-то. Это как вам сейчас, например, представили бы Пушилина, с которым вы должны воевать, вот этот, или Захарченко, которого грохнули, или Пушилина, Дениску. И вам же предлагали, тоже говорили, договаривайтесь, все эти 8 лет, вот эти договоренности, минские вот эти договоренности, вам нужно было, вашему президенту нужно было договариваться с Пушилиным. Вот нам то же самое много лет это предлагают. Если бы в Гостомеле высадившийся, в том числе Кадыров чеченский, кадыровский мы подразумеваем, конечно же, понятно, о ком речь, и русский десант, и был бы захват власти в Украине, да, захват Киева, и все пошло бы по сценарию, как они планировали,
я вас уверяю, вы Кадырова увидели бы только на вторых, на третьих ролях. В первых ролях был бы президент Российской Федерации, ублюдок Путин. Друзья, это вы обратите на это внимание. Когда захватили Крым, кадыровцы тоже там засветились. Но когда уже все было решено, больше кадыровцев вы не слышали. Победителем, спасителем был Путин. Он приезжал в Крым, он говорил речь о возвращении в родную гавань. Вот так это произошло. А когда им все плохо, вас, украинцы, опускают до уровня какого-то предателя. Нас до сих пор пытаются. Вот разные блогеры есть, которые только лишь про Кадырова говорят, только за кадыровскую голову деньги платят и так далее, и так далее. Ну, предлагают, что они готовы заплатить. Это блогеры-цеховики, которые работают на российские специальные службы. И вот они нам рассказывают, что Кадыров, личный враг Кадырова, мы против Кадырова и так далее, и так далее. Поэтому, украинцы дорогие, не дайте себя обмануть. Не дайте себя обмануть. Русские хотят уйти от ответственности. Потом они хотят рассказывать, что вы победили не русскую армию, которую вы в хвост и в гриву сейчас по всей Украине гоняете, а победили каких-то предателей, которые отбросы чеченского общества. Я понимаю, некоторым украинцам, я об этом уже говорил неоднократно, приятно победить всемирно и признанных воинов чеченцев, и тем самым проверить свой уровень. Потому что реально сегодня Украина, украинские воины показывают высочайший уровень воинства, доблести, отваги. Бесспорно. Но проблема в том, украинцы, что вы не можете их победить, потому что они в ваших рядах находятся. А воюют против вас это отбросы общества, те же хохлы, которых вы называете обрусевших украинцев, точно так же это те же хохлы, только они под силой, хотя и те тоже, наверное, под силой, пропагандой и так далее, перешли на сторону врага. Ну, я могу сказать про доблесть кадыровцев. Я сошлюсь на легендарного генерала Шамиля Басаева, величайшего стратега, диверсанта, лучшего диверсанта 20 века. Я думаю, 21 века, пока равному ему пока не было еще. Ну, может, еще 100 лет впереди, 90 лет, только 78 лет впереди, может, еще кто появится. Так вот, Шамиль Басаев сказал, когда ему Андрей Бабицкий, был такой раньше нормальный журналист, задал вопрос, вот кадыровцы там, у нас тоже это пропаганда была, кадыровцы, уже русские совершали 70% преступлений, а 30 кадыровцы. Но кадыровцев представляли, как они все 100 совершают. Сейчас в Украине кадыровцы совершают там 5% или присутствует их там 5% от общего числа, ну как их за все 100 показывают. И вот ему сказали, вот кадыровцы, там супервоины, как вы их оцениваете, этих кадыровцев, спросили Шамиля Басаева. И вот Шамиль Басаев сказал, что я желаю, чтобы российская армия была такой же доблестной, как эти кадыровцы. Тогда нам было бы легче. Внимание! Российская армия, которую вы по всей Украине гоняете просто, как зайцев по полю. Басаев хотел бы, чтобы у этих кадыровцев, чтобы у этих русских была такая же доблесть. То есть он ставил доблесть русских вояк выше, чем предателей своей родины. Так вот, вот кто такие кадыровцы, господа украинцы. Если вы бьете русскую армию, то для вас кадыровцы это даже семечки щелкать. Поэтому лучше о них даже не вспоминать. Вот мое мнение по поводу вот этих супервоинов. Удалила. Это не жирный намек. Это я прямо неоднократно говорил. Неоднократно. Что это засланы агенты.
для того, чтобы здесь чеченцев представить какими-то радикалами и использовать их на свое усмотрение. И в какой-то степени им это удавалось. Но мы сбили эту волну. Они не сдаются, они работают, продолжают работать, пытаются нас дискредитировать, пытаются нас убить. Мой канал на территории фашистской России запрещен. Второй уже канал. Аслан Арцуев и Реалити. Мои каналы на территории фашистской России запрещены. Этих же, наоборот, раскручивают, их там приглашают русские там журналюги, русские там разные пропагандоны. И в этом плане их раскручивают. А настоящих своих врагов они везде задвигают, не произносят. Вот у украинцев есть такой цимбалюк. Вот этот цимбалюк не вызывает у меня никакого сомнения, доверия. Этот, вернее, не вызывает сомнения, что этот человек такой же, как вот этот цеховики, блогеры, которого засылают. И это не секрет, я это прямо говорю, прямо этим людям открыто говорю, как сейчас это делаю. Вызвал их на переговоры, вызывал их на дискуссию, рассказать, показать. Но они боятся, потому что я разоблачу, потому что много-много фактов всплывет из их биографии, кого они сдавали, где они ранее работали и так далее. Тот же самый вот этот ваш цимбалюк. На российском телевидении, на российское телевидение не своих не приглашают. Запомните. Редко исключение бывает. Но это только очень редкое, там, под очень сильным наблюдением. То же самое не вызывает доверия ваш Гордон. То же самое не вызывает ваш этот Кива, которого тоже приглашают. Как только кто-то оказывается на российском телевидении, ему самому не брезгливо там оказаться, то можно уже с определенной уверенностью уже подозревать как минимум этого человека. Так что вот такие вот дела. Так, медиа молчит про ситуацию в Палестине. Какая там, Терек, медиа, про Палестину вы говорите? Давайте я еще тогда сделаю, я об этом тоже говорил, про Палестину нам рассказывают и так далее. Я, во-первых, скажу сразу, чтобы было понятно, любое насилие полиции, органа власти, представителя власти по отношению к мирным демонстрациям, я считаю неприемлемым. Я считаю, что это очень плохо. Также я считаю, кто бы ни были эти полицейские, это российские полицейские, украинские полицейские, американские или израильские, если они превышают свои полномочия. Но давайте вот зададимся вопросом. Мне сейчас все рассказывают, что вот Палестины там, и так далее мучают. Палестинцы, как чеченцы сейчас, нас чеченцев, кстати, подводят под этих палестинцев, чтобы нас сделать такими же, оказались инструментом в руках КГБ. И все руководители Палестины учились в Москве в университете дружбы народов. Патриса Лумумба. Знаете, да? Известный университет, откуда вышли все кадры. Если вы мне не верите, послушайте такого КГБшника, старого КГБшника, перебежчика, Безменова. Вы это можете легко найти в Ютубе. Ну и многих других. Можете Абдурахмана Автарханова, чеченского политолога, почитать. И так далее. Поэтому они все говорят на русском, может быть, даже лучше, чем я. И это гибнюки матерые, которых Советский Союз использовал против Америки, против Израиля, чтобы влиять на Америку. Ну, сейчас не об этом, да, это гибнюки, понятно. Бедный палестинский народ страдает, потому что оказался инструментом в руках вот этой гибни. К большому сожалению. И мне жаль всех. И мне жаль, любой, кто применяет, как я сказал, насилие, если это представитель власти. Это очень еще нужно больше разобраться. Ну, давайте возьмем другой пример. Есть фашистская Россия. В фашистской России есть так называемые мусульманские регионы. Вот в этих мусульманских регионах возьмем Татарстан. Или возьмем самую спокойную, самую прекрасную, временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия в составе вот этой фашистской, оккупировавшей ее России. Вы можете там выйти и кидать полицейских камни. Вот тот чеченец, вот Терек мне задает, про Палестину говорит. Вот у человека под ногами горит огонь. Вот у тебя, Терек, 77777. Вот у тебя под ногами горит огонь. У тебя все плохо. Ты говоришь, как же там у палестинцев дела-то? Ты кинь камень в Чечне,
полицейского, и тебе дадут 15 лет за покушение на убийство на полицейского. Или просто пристрелят. И твоих родственников заберут и заставят сказать, чтобы у них вселился бес, и они сошли с ума, и они от тебя отказываются. Пожалуйста, сделай это. Поэтому давайте вы не будете идти на поводу у пропаганды. Ну ладно, вы идете, и опять же, можно понять, там вам специально кадры показывают, что там и так далее, и так далее. Возникает вот такая вот ситуация. Давайте возьмем далее, развитие событий возьмем. Какого-то там дедушку полицейский грубо толкнул. Я видел кадры, где полицейский прям отталкивает деда. Не бьет его прикладом в пятак, ничего, просто грубо его отталкивает. Неприятные фотографии, неприятные кадры. Да, согласен. Ну, давайте возьмем другой пример. 2017 год. Банда УФСБ по Чеченской Республике. Игорь Хвостиков, начальник этой банды, дает команду своим головорезам из полка 2-го полка имени Ахмада Кадырова, УФСБ по Чеченской Республике, дает команду полку имени Кадырова. Обратите внимание, ФСБшные вооруженные силы называются полк имени Ахмада Кадырова. Это их солдатня, их убийцы. Задержать несколько сот человек по Чеченской Республике. Об этом я много писал, кстати, тоже занимался этим, очень плотно этим вопросом. И благодаря вот нашему вот этому активному действию Игорь Хвостиков, бандит, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, был переведен в Татарстан, где сразу произошел по случайному, наверное, совпадению террористический акт, как только его туда перевели в Казань. И вот они захватывают несколько сот человек. Из них около 100 человек они казнят. Другим дают большие сроки, где-то кого-то завербовывают, кого-то пытают, унижают, у кого-то вымогают деньги и так далее, но в основном убивают 100 человек. Об этом я писал везде, я говорил об этом везде. Почему, где вы, защитники Палестины, где вы были все это время? Почему вас до сих пор нету? Почему вы себе на аватарке не ставите фотографии террорист Игорь Хвостиков? А сейчас новый там пришел главарь банды УФСБ Игорь Кочнев. Почему вы не ставите вот этого Игоря Кочнева, который сейчас, у меня есть, вот в этом телефоне есть эта фотография, я вчера у себя в стриме зачитывал, есть его указ этого Игоря Кочнева. Всех, кто находится под следствием, под условным сроком, за мелкие преступления осуждены, кто уже освободились, вот этих всех людей в обязательном порядке отправлять воевать в Украину. То есть на смерть. Никто из Украины живым не вернется. Живым или на своих ногах. А тот, кто вернется, тот будет подан в международный розыск, потому что они совершают преступления. Вот что делает Игорь Кочнев. Почему вы, заступники Палестины, никогда не говорите о ФСБ? Если вы искренние мусульмане, Аллах говорит, пророк говорит, мир ему, Мухаммад, пророк наш, говорит, чтобы один человек невиновный не умер на этой земле, он бы уничтожил все мечети на этой земле. Аль-Акса священная мусульманская мечеть, как и любая мечеть. Но Аль-Акса особенно считается выделена. 3-я, по-моему, считается, там 5-я, 10-я. Не имеет значения. Одна человеческая жизнь стоит больше, чем все мечети вместе с этой Аль-Аксой и с Меккой и со всеми остальными мечетями. Это не я говорю. Это говорит наша религия, наш посланник это говорит. Божий посланник нам это говорит. Тогда, если убили в 2017 году около 100 чеченцев, невинных людей, только лишь из-за того, что они были против этой фашистской России, почему вы о них не говорите? Вы говорите то, что вам можно говорить, и не говорите то, что важно говорить. Ну тогда вы лицемеры. Если вы искренне в своем побуждении, говорите о 300 тысячах убитых русскими фашистами чеченцах, гражданах Чеченской Республики всех национальностей, о 42 тысячах убитых женщинах и детях, об онкологии, которая у нас всплеск просто
на всей вот этой фашистском ГУЛАГе у нас больше всего онкологии. Коронавирус, сколько людей погибло, мы знаем. Люди нищие, запуганные, нет никаких прав. Никаких прав нет у чеченцев сейчас. Никто не может высказать свое мнение, никто не может выйти на митинг, никто не может возмущаться по какому-то поводу. Если вы искренне, если вы настоящие мусульмане, если вы те, кем себя вы представляете, говорите об этом. И когда и вы идете на... А вы знаете, почему это сейчас, этот всплеск делается в Палестине? Я вам объясню. Этот всплеск в Палестине, вот этих агрессий, сейчас еще какие-нибудь Хизбалла, еще какая-нибудь террористическая организация начнет стрелять по мирным гражданам своими вот этими ракетами-недоделками. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание от колоссальных потерь и проигрышев Украине. Все силы фашистской России направлены на Украину. Здесь в Европе скоро мы ожидаем будут террористические акты. Уже готовится это. Уже мы слышим, видим, как они начинают опять подбивать людей и так далее. И вы все чеченцы, и не чеченцы, и российские мусульмане, которые поддакиваете этому неосознанно, там, называя террористической страной Израиль и так далее. Не называя Россию террористической, вы абсолютно лживый нарратив вбрасываете. Россия террористическое государство. Самое главное террористическое государство всех времен и народов. Давайте об этом поговорим. Хватит ли у вас духа со мной, которого вы называете там агентом ФСБ, кадыровским работником, там, атеистом, кем вы меня только не называете, коранистом, каратистом. Хватит ли у вас духа со мной вот так открыто сесть и говорить об этом? Давайте поговорим, давайте обсудим. Но соглашаемся на том, что ФСБ является Путин, Патрушев, Шойгу, Зданович, Иванов, Кочнев и все остальные ублюдки являются террористами и ублюдками, что ФСБ является террористической организацией. Хватит у вас духа и смелости это говорить прямо. Вот если вы будете об этом говорить, я тогда посчитаю, что, ребята очень неправильно, неплохо мыслят, я скажу. Так, Дэйя Реалити, Баркалхун, спасибо. Спасибо за подарки. Так. Так. Смотрите, мне вот этих здесь, этих ублюдков, мне здесь не пишите про это. Удалила. А кто такая Рубати, говорит? Ой, удалила. Какие же вы мерзкие своими этими пробросами. Так, смотри. Я вот эту ублюдину, которая мне тут пропаганду разных гибнюков здесь, я ее удалю. Ну, раз так, скажи мнение о Зеленском. Ты же чеченец, жду правду. Да я сказал. Молодец, Зеленский. Хотелось бы, конечно, чтобы еще лучше он был. Ну, пока пойдет. Ичкерия сила. Королева. Салам алейкум. Алейкум салам, королева. Дуже дякую. Ясир Арафат учился в ГДР или Минау. Ты в каком году родился? Так, Россия от Бога. Если ваш Бог дьявол, то да, ты еще не дорос, мелкий, с Богом. Ассаламу алейкум, массарга салам маш, лучший мастера марнаш дал обал дуэль амин. Ва алейкум ассалам, хайрулла дуэль. Ассаламу алейкум, фри Ичкерия. Ва алейкум ассалам. Да здравствует. Так, Халид Халидов. Халид Машуэль. Ассаламу алейкум, алейкум. Жоухар Сила. Так, слава Ичкерии, слава Украине. Рубайте. Так.
Кто ты по нации, говорит Мадина. Это ты меня спрашиваешь? Я чеченец. Америка сдувается. Не сдувается. У него, смотрите, победа у него и V знак стоит. И он, Америка сдувается в надежде в голосе. Оккупант спрашивает, не сдувается, это обман. Я понимаю, что вы хотели бы это верить, но это обман абсолютный. Понимаете, вы полезные идиоты, которые служите русскому, путинскому, вот этому новому дворянству, вы являетесь расходным материалом, вами пользуются, не сдувается Америка, не сдувается Запад. Сдувается, прихлопывается Россия. И знаете почему? Потому что довыпендривалась. Долго ее терпели. Долго-долго терпели. Все, закончилась Россия. Загнивающий Запад, это был мем еще в 60-е, 70-е, 80-е годы. Всегда это было. Не сдулась она. Ни Америка, ни Запад. Сдулся Советский Союз. А еще легче сейчас сдуется ваша фашистская Россия. Все. Так. Входит топ-1 зрителей. Дуже дякую. Так, Россия это империя зла. Так, подписывайтесь на DE Reality канал. Это наш канал тоже. Почему только один у тебя в конце стоит DE Reality? Вроде бы у тебя там просто DE Reality должно быть. Наш канал на немецком языке. Мы рассказываем о ситуации в Украине, в Чечении, ну и в целом в России. Так, чем молодец Зеля? Ты о чем? Так, Америка готовит устранение Зеля. А как ты относишься к Кадырову? Ну, я только что рассказывал, 2 часа рассказывал, и про доблесть кадыровцев, и так. Ну вот вы задаете вопрос, или вы только вновь зашедший, получается. Я этот стрим выложу у себя сегодня же или завтра на канале Reality, можете посмотреть. И я там все рассказываю подробно, развернуто, специально для тех, кто даже вообще не посвящен, чтобы было понятно, о чем говорю, кто такой Кадыров, что это марионетка и так далее, и так далее. Все, российских спецслужб. Это украинский Пушилин. Вот такие вот дела. Так, Надя Года. Надя Ягода поделилась трансляцией. Так, Надя Ягода. Или Ягода, я помню, был такой, с такой фамилией один человек. Советской истории. Так, друзья, ну что, давайте задавайте вопросы, или я пошел. Асан, ты не боишься про Кадырова так говорить? Я ничего не боюсь, Алекс. Я взрослый мужчина, чеченец. А чеченец ничего не боится. Особенно говорить правду. Все будет Ичкерия. Да, знаешь, что вот момент вот про Кадырова говорят. Дело не в Кадырове. Не в Кадырове. Дело в банде ФСБ. Говорите про эту банду ФСБ, и для того, чтобы вас ликвидировать, эта банда ФСБ будет делать все возможное, чтобы потом это все свалить на Кадырова и сказать, что вот на Кадырова он там что сказал и обиделся. Нет, я являюсь врагом банды ФСБ, и эта свора палачей сделала меня таким. Я не собирался быть ничем врагом, тем более таких палачей, как они. Потому что если бы они не вынудили, уничтожив 30% от числа моих граждан, среди которых 42 тысячи детей. 42 тысячи. Это 220 бесланских школ. Школу Беслане, в которой они сами же сожгли своих детей. Об этом говорит решение Европейского суда ЕСПЧ по правам человека. И матери Беслана, так называемый комитет вот этих матерей, женщин, заложников, которые там оказались. Поэтому Кадыров это ноль без палочки. И реальная сила, и здесь в Германии эта сила, у ФСБ. И ФСБ я не боюсь, я прямо им говорю, это мерзавцы, подонки и преступники. Вот и все. Но почему чеченский народ ничего не делает?
Ну вы вообще как будто вчера проснулись, друзья. Как это ничего не сделать? Вы о чем говорите? Мы кричали всему миру: о мир, помоги нам. Обратите внимание, нас стирают в порошок. Видели, не только металл, да? Люди, оказывается, и чеченцы тоже устают. У нас убито 30%. Среди нас, вот нас не просто убили. Вот смотрите, Буча, да, Буча. Убийство, массовое убийство русскими террористами совершено на территории Бучи. Так вот, эта Буча, представьте, это маленькая республика, не маленький городок, а маленькая республика, маленькая страна. И в этой Буче, Чеченской республике, совершено массово вот эти преступления, которые совершены в Буче. Эти преступления, как в Буче, у нас через один населенный пункт совершено. И теперь представьте, что не весь мир прибежал и начал фоткать, всему миру показывать, там, сожалеть и так далее. А просто не заметил. Или заметили, пофоткали, где-то журналисты, надо признать. Американские, английские журналисты, европейские журналисты и немецкие в том числе о нас писали. Политики себя вели трусливо, специальные службы себя вели недальновидно. И теперь мы видим, что это было недальновидно. Так вот, нас не только не признали жертвами, нам сказали, что вы должны жить с этими убийцами в одной стране. Весь мир нас предал. Украина выдавала нас на пытки и на растерзание. Понимаете? Как только Россия запрашивала, я работал адвокатом в Москве и ездил в Украину, в Киев. И меня снимали на поезде, имея московскую прописку, имея удостоверение адвоката в кармане. Нигде ФСБ меня не искала, и в розыске я не числился. Меня украинцы снимали в Конотопе, снимали с поезда и отправляли обратно. Нет, мы чеченцев не принимаем. О чем вы говорите? Почему вы молчите? Вы можете представить, что в ГУЛАГе, в концлагере кто-то может что-то сказать? Ведь 300 тысяч убито, 300 тысяч выехало за пределы нашей страны. И 2, 3, 5% служат оккупантам. И остальные вынуждены идти как-то работать, идти где-то что-то делать и говорить: да, мир лицемерен. И вот на эту почву, вот на эту ситуацию, которую мы прекрасно читаем, мы, чеченцы, фальшь видим. Нам не нужно быть образованными, нам не нужно быть семи пядей во лбу. У нас самый простой рядовой человек фальшь видит за милю. Потому что чеченцы по своей сути, они открыты, честные, не все, не всегда, ну, по сути, по большей части, основная такая черта чеченского, и доверчивы, так как мы открыты. И вам религиозными вот этими разными русскими вот этими провокациями, все это религиозно идет из ФСБ, ну и из других спецслужб тоже, конечно же. Не будем все только лишь на русских валить, будем по правде говорить. И другие тоже. Вот в этом положении находится сегодня чеченский народ. О чем вы говорите, друзья? Мы народ, это как пережить Холокост и все, и оставить вас с теми нацистами, которые вас сжигали в печах. Нас сжигали в печах, понимаете? Нас сжигали в прямом смысле слова. И живые, и трупы. Распыляли, как они писали в своих газетах. Я это все читал, живя в Москве. Об этом открыто писали вот эти разные московские комсомольцы, там другие, третьи газеты. Мы брали в плен, обвязывали, сажали на противотанковую мину, обвязывали тротилом и подрывали двоих мужчин, там, двоих парней. Там они коров пасли, там заподозрили и так далее. Я это сам в открытых источниках читал. Сейчас это все подчищается, наверное. Но тогда это так было. Вы же все знаете, русские, 5 миллионов русских прошло через Чечню за эти 2 войны. Постоянно чередовалась вот эта банд-армия. Мы убили русских от 80, по одним данным. Русские признались до 75 тысяч уничтоженных. По нашим данным, от 80 до 220 тысяч русских оккупантов мы уничтожили.
И считайте, треть, еще в 3 раза больше мы гранили, ну и около миллиона психически нездоровые возвращаются. Любой человек с армии, с войны чаще всего получает психологическую травму. Вот к чему вам надо прийти, украинцы. И при поддержке, и причем у нас не было никакой информационной поддержки. Это самое важное. Вы можете победить на поле боя, но если нет информационной объяснения, рассказа о вашей победе, то этой победы не было, о ней никто не знает. Вот у нас были такие же проблемы. Все наши информационные ресурсы были заняты русскими, турками, другими там спецслужбами. И говорилось только то, что им нужно было, чтобы о нас говорили и слышали. Понимаете? Это все очень трудные, сложные вещи, которые мы должны осознать. И вам, украинцам, это тоже будет нужно. Поверьте, поверьте. Поэтому мы делимся опытом, общаемся с нашими украинскими друзьями. Я ухожу в стримы, рассказываю, чтобы тоже знали. Аслан, ты в каком городе? Я в городе Гамбурге. Путлер капут. Аслан, якщо треба, дозвони, дуже рада буду дзвінку. Алемесе, ну, спасибо большое, но не в этот раз, дружище. Не бойся никого, кроме Аллаха. Держим так до конца. Оборона вперед. Македонцы, месть примем бой. Раньше Украина совсем другая была. Ком алис Украина русише капут махен. Это самое. Жор. Ты не прав. Так, ты тоже. Грустно, конечно, что это реальность. Да, мой канал так и называется. Реальность. Мы говорим реальность. Украина помогла Чечне. Давайте, Украина это большая страна с 40 миллионами населения. И 12 человек нам приезжало воевать. Были люди, которые нас поддерживали, до конца поддерживали, несмотря на всю пропаганду, что мы какие-то исламисты, террористы, каратисты. На самом деле были люди, есть, которые всегда поддерживали и всегда признавали нашу борьбу справедливой, какой она на самом деле была. За это низкий поклон и искренняя благодарность всем этим украинцам. И не только украинцам. Нас поддерживали литовцы, нас поддерживали эстонцы, до сих пор все они нас поддерживают, латвийцы, казахи, иногда азербайджанцы, не руководство, не страна, а народ. То же самое я, конечно, говорю и про Украину. Не государство, а народ поддерживает. Ну, а Литва и на государственном уровне поддерживает. Кстати говоря, возвращаясь к Израилю. Джохар Дудаев встречается, началась первая русско-чеченская война, и Джохар Дудаев встречается с турецкими журналистами. И он там говорит, почему маленький Израиль после агрессии против Чеченской республики Ичкерия, фашистской России, почему маленький Израиль заявил ноту протеста, а Турция нет? За все эти 2 войны Турция так и не заявила, а маленький Израиль заявил и никогда не поддерживал геноцид и убийство чеченского народа на государственном уровне. Хотя там тоже ваты у них хватает из Советского Союза. Но нужно понимать, что самые большие заступники из народа, которые метко, четко говорили за чеченцев, это были евреи. Это были евреи. И все чеченцы это должны знать. В 1944 году, когда нас выселяли из наших домов, наши соседи заселялись в наши дома и грабили и мародерничали. И только еврейский раввин нашего города Грозного сказал, кто прикоснется к чеченскому, того мы проклянем. И евреи многие не прикасались. Они места, которые занимали, возвращали чеченцев, когда они возвращались. А у наших соседей, братьев мусульман, которые заселились в наши дома, когда нас депортировали, нам приходилось выкупать это. Когда и мы возвращались на поезде, уже официально, массово начали возвращаться, евреи
на платформе в Грозном там, или где-то там на железнодорожном вокзале Чеченской Республики встречали нас с танцами. Представьте, какой духоподъем. Русские выходили на митинг и требовали вернуть чеченцев обратно в Казахстан и Сибирь. А евреи нас встречали с нашей лезгинкой, с нашими лоузерами, с барабанами там и так далее, и так далее. Поднимали наш дух. Давайте, знаете, чеченская есть пословица. Мужчина не тот, кто смелый, а тот, кто знает, кто его враг. Давайте не будем делать из врагов тех, кто не являются нашими врагами и никогда ими не были. И не будем давать уйти от ответственности настоящим нашим врагам. Все, кто живет в оккупированной Ичкерии, находятся в заложниках. Абсолютно верно. Мы тоже ичкерийский гордей. Так, бля, я тоже в Гамбург. Буду рад увидеть тебя из Украины. Кристиан. Спасибо. Допустим, вот я разговариваю всю жизнь на русском, а мне запрещают. За кто-то мне никто ничего не запрещает. Не понял, что ты сказал. Я думаю, ты не очень хорошо пока еще пишешь на русском. Я вам не желаю попасть в ад, но вы там все будете, ребята. Так, это уже Божья прерогатива. Израиль нас поддержал. Да, Асламбек Тутаев, абсолютно верно. Слава Украине, героям слава. Но то, что происходит в Палестине, это нормально тогда? То, что происходит в Чечне, нормально тогда? Вот ты говори об этом. Мне, как чеченцу, другие вопросы мне обсуждать не к лицу. Вот убийство людей происходит в Украине. Теми же самыми убийцами, которые убивали меня, мой народ. Сейчас в Украине. Меня волнует Украина, меня волнует массовые убийства в моей стране и в Украине. А где-то кто-то кого-то камень кинул, какой-то полицейский превысил свои полномочия, дал пинка кому-то. Это бытовые такие вещи, которые вообще не имеют отношения. Но отвлекаться на это я не намерен. Тем более отношение к евреям, я вам сейчас рассказал, какое должно быть у нас, у чеченцев, у нормальных чеченцев, которые понимают, кто их враг, а кто нет. Правильно говоришь, брат, Израиль нас поддерживал и по сегодняшний день поддерживает. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Так, друзья, смотрите, еще раз делаю объявление. Есть канал Reality на YouTube. Вы можете туда зайти. Это видео, вот этот наш сегодняшний стрим, я его туда помещу. Подписывайтесь на канал Reality. Он запрещен на территории фашистской России, но не на территории Украины. Заходите и давайте распространяйте наши видео, подписывайтесь, и да сопутствует нам удача в благом деле, в победе над фашистской Россией, над развалом фашистской империи. Так, вот такие вот дела. Амин Аллах. Братан, слушай, что скажешь насчет Афганистана? Там война шла 42 года. Почему не это? Это, знаешь, Гарри Каспаров, есть такой Гордон, да? При всем моем таком отношении к Гордону, Гордон никогда не позволял плохо говорить про чеченцев. Вот при всем при этом я должен признать, никогда он плохо про чеченцев не говорил. Он нам отказывает в нашем государственности, говорит, что мы часть России. Я его как-то встретил, у меня на этом канале есть даже это видео, где я с Гордоном встретился в Польше, и я ему задаю вопрос: покажи хоть один документ, где мы являемся частью России. Мы же люди правовые, покажи документ. Не об этом речь. И Гордон общается с имперцем Каспаровым, тоже симулятор, КГБшник, без сомнения. Я считаю, что это тоже КГБшник.
так как его вся история, вся его биография об этом просто трубит. И он ему говорит, вот смотри, десятки тысяч, ну Гордон говорит десятки тысяч, с этим я тоже с ним не согласен, десятки тысяч убито чеченцев, гражданского населения убито в Чечне и так далее, и так далее. И на это сразу Каспаров говорит сразу же, ну миллион в Афганистане убито. Это русский оппозиционер, вот этот ублюдок Каспаров, русский оппозиционер, который автоматически переводит преступления сегодняшнего путинского режима, о котором мы говорим, он как бы борется с этим путинским режимом, как он говорит, он переводит на советские преступления. Да, конечно, убиты в Афганистане 1 миллион человек. Но я не афганец, чтобы сейчас это обсуждать. Это произошло раньше. 42 года они там воевали, еще что-то делали. Сейчас идет война Украины и Чеченской Республики. С 99 года у нас в России война. Наш президент Аслан Масхадов ввел военное положение в 99 году. С тех пор оно не отменялось. И не будет отменено, пока последний русский оккупант не покинет нашу страну. Поэтому я хочу обсуждать об этом. А если тебе что-то там хочется обсудить, открой канал и обсуждай. Про Афганистан обсуждай, про Сомали обсуждай, я не знаю, Северную Корею обсудить, что хочешь. Это сугубо твое личное дело. Родной, можешь ответить, вы уважаете Афганистан? Что скажете насчет? Я тебе не родной. Я только что тебе ответил на твой вопрос. Так, друзья. Ладно, друзья, давайте я тогда на этом наш стрим закончу. Спасибо, что поддерживали, спасибо, что смотрите. И, Пати, тебе отдельная благодарность. Завтра, скорее всего, это видео будет выложено на YouTube канал. И вы сможете еще раз, кто не увидел с самого начала, посмотреть. Так, всего самого хорошего, спасибо, друзья. Слава Украине, слава Ичкерии. Господи, благослови Англию, Великобританию и США. Всего самого хорошего, друзья. Всего хорошего, пока.